Всем привет! Легким танцем снежинок и бодрящим морозцем врывается в эфир вечно позитивная студия 11. Традиционно мы подготовили калейдоскоп видеосюжетов и встреч с интересными людьми. Не будем затягивать, начинаем! И вот о чем расскажем прямо сейчас. Дельфийские игры. В каких номинациях выступят участники творческого конкурса? Гастрономическое путешествие с боксером из Коми. В качестве шеф-повара мастер спорта по боксу Дауд Алаев. Студенческий кинофестиваль в ГИК. Заглянем в будущее нашего кино. Уже завтра в Сыктывкар начинают приезжать делегации на первые молодежные арктические дельфийские игры. Творческий конкурс соберет в столице Коми представителей разных регионов нашей большой страны. Участники покажут себя в номинациях фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, народное пение, народный танец, фотография, эстрадное пение, народные инструменты, художественные ремесла и кулинарное искусство. Торжественные церемонии открытия и закрытия игр состоятся в культурно-спортивном центре «Лузалес-Арена». Наш телеканал будет транслировать эти события в прямом эфире. Церемонию открытия проведут актеры театра драмы имени Виктора Савина Светлана Малькова и Владимир Рочев. А вот ведущими церемонии закрытия станут российские артисты Анастасия Макеева и Марк Тишман. Друзья, вы знаете, что можно путешествовать со вкусом? Да-да, в прямом смысле этого слова, прямо не выходя из кухни. Просто надо приглашать в гости представителей разных национальностей. Таким образом, можно объехать в кавычках всю Россию. Накануне мне удалось фактически побывать в Чеченской Республике, потому что мы готовили блюдо с мастером спорта по боксу Даудом Алаевым. У плиты профессиональный боксер Дауд Алаев чувствует себя так же привычно, как на ринге. И это неудивительно. В Сыктывкаре он учился на повара. Для зрителей программы «Детали со вкусом» мастер спорта приготовил чеченское национальное блюдо – жижи-галнаш – мясо с клёцками. Ведущий Андрей Кабишев поинтересовался и другими гастрономическими предпочтениями собеседника. Какое русское блюдо любишь больше всего? Русское блюдо, наверное, пельмени. Да? Да. Почему? Самое простое, потому что взял, высыпал, отварил, да? Мама у меня очень вкусно готовит. Свои домашние пельмени. Да, домашние пельмени. Домашние пельмени, да, там надо постараться. На родине, в Чеченской Республике, с 6-летним Даудом занимался родной дядя, чемпион России по боксу. Он и привез племянников в Сыктывкар, зная, что здесь сильная школа бокса. Приехал я сюда с дядей, он у меня тут давно жил. Он меня привез выступать, боксировать за республику. Я согласился, приехал, и вот скоро уже 7 лет будет, как тут. Вслед за Даудом в столицу Коми переехала вся его семья, родители и брат с сестрой, чтобы поддержать. Причем мама сразу полюбила нашу северную зиму. Маме самая любимая погода – это когда много снега. Да? Да, ей очень нравится тут. Мама, получается, да? Кто еще у тебя есть в семье? Брат. Вся семья у тебя сейчас в Сыктывкаре? Да, брат, сестра. То есть все приехали из-за тебя, да, в Сыктывкар? Да. Когда наш телеканал договаривался о съемках этой программы, Дауд находился в Воркуте на Заполярных играх. Ведущий Андрей Кабишев во время записи «Деталей со вкусом» вспомнил историю с телефонными звонками. Кстати, Эдуард Фатыхов не дал тебе сначала позвонить. Когда мы готовились к интервью, расскажу нашим телезрителям, мне пишет, наш режиссер о том, что все, можно договориться с гостем. И когда я спрашивал номер телефона у Эдуарда, Эдуард мне не дал твой номер телефона. Он сказал, сейчас он выступает, вот когда он выступит, тогда я тебе дал номер телефона. Он мне дал номер телефона и написал, можешь поздравить, у него золото в Заполярных играх. Эдик, конечно, понимает это все, что нельзя отвлекать. Отвлекать вообще нельзя, да? Вообще отвлекать нельзя. Перед боем мне даже родители, никто не звонит, мне я сам ему звоню. А что отвлекает? Мысленно что-то отвлекает или что? Да, нельзя, я сосредоточен на бою, у меня все мысли о бое. Скоростной с нокаутирующим ударом. Так говорят о Дауде Алаеве. Благодаря поддержке Сыктывкарской федерации бокса год назад он подписал свой первый контракт. И уже провел 5 боев на профессиональном ринге и во всех стал победителем. Большое интервью Дауда Алаева смотрите сегодня в 20:00 на Юргане и завтра в 17:45 на ОТР. В республике завершились кинопоказы 42-го международного студенческого фестиваля в ГИК. Такие фестивали позволяют заглянуть в будущее и приподнять завесу тайны, а каким же оно будет – кино завтрашнего дня. Подробнее моя коллега Евгения Колоткевич. Дарья, расскажите, пожалуйста, какие же работы выпускники в ГИКа предоставили вам для того, чтобы жители Сыктывкара пришли, посмотрели и даже немножко удивились?
Выпускники 2022 года в ГИКа привезли к нам около 186 работ по направлению анимации, мультимедиа и художественного направления, художественного факультета. Работы все разнообразные, разноплановые. Например, выпускники факультета анимации и мультимедиа привезли к нам как свои мультфильмы, которые они выпустили в этом году, также эскизы к мультфильмам, различные плановые композиции, разработанные 3D-визуализации. В основном они все выполнены в технике графика, либо в смешанной технике с использованием акварели, пастели, восковых мелков, а также акварели и гуаши. По тематике работы тоже совершенно разные. В основном они, конечно же, основываются, базируются на литературных произведениях, по которым в соответствии в дальнейшем будет снят фильм. И с какой все-таки целью в ГИКовце решили выставить свои работы здесь, в нашем культурном центре? Художник в кино – это важная фигура, как я уже повторюсь, потому что вообще весь съемочный процесс и процесс работы над каким-либо фильмом начинается именно с художника. Потому что художник точно так же, как и режиссер, как и сценарист, прочитывает литературное произведение, если оно по литературному произведению снимается, и создает базовые эскизы, основные эскизы того, как будет выглядеть визуально фильм. То есть какие-то сюжетные, драматические моменты он выделяет, которые в будущем фильме обязательно должны присутствовать. И создает ту атмосферу визуальную, которая в фильме и должна быть. И потом уже, опираясь на эскизы этого художника, и режиссер, и оператор, и сценарист делают свою работу. Картины, они представлены в этом зале, точнее развешаны как будто бы группами такими, да, то есть несколько картин принадлежит одному художнику, я так понимаю, да, какие-то картины со схожей тематикой, но помимо них есть также еще и костюмы, что тоже очень интересно, что это такое. Костюмы – это тоже выпускные квалификационные работы студентов ГИКа. Это работы художников по костюму. Есть такое отдельное направление, как художник по костюму, который занимается разработкой всех визуальных костюмов в кадре. Создаются они из бумаги, они не отшиваются, а создаются из бумаги ввиду того, что это и дешевле, нежели использовать ткань. Если ошибиться, то это не так страшно, да? Но это все-таки позволяет визуально видеть. И также эти костюмы в дальнейшем используются и в массовых съемках фильма. Очень важно, что в рамках данной выставки вы также в Югоре показываете короткометражные фильмы различных режиссеров, начинающих, в том числе студентов в ГИКа. Да, Югор принимал с 15 по 18 число в работы и показывал работы студентов ГИКа, выпускников ГИКа и всех причастных к кинематографии талантливых людей. Да, и мы проводили кинопоказы короткометражных фильмов этого фестиваля. И пару слов об этом подробнее расскажет Мария Вахнина, директор Коми-кино. Уверена, ей есть что сказать, высказать свое мнение как профессионала. Кинофестиваль ГИК – это такой уже источник, да, кладезь новых звезд, поэтому вот все, что мы с вами видим на экране, вот этих знаменитых наших кинорежиссеров, Андрей Кончаловский, Никита Михалков, собственно, это все те люди, которые стали когда-то победителями именно фестиваля в ГИК студенческого. Для каждого жителя Российской Федерации выдается такая возможность приобщиться и уже с самого начала карьеры режиссера видеть, да, его первые шаги, то, как у него происходит становление, его почерк, увидеть и с самого начала заметить какие-то неточности или наоборот какие-то вещи, которые могут понравиться зрителю. Все-таки формат кинофестиваля, да, и просмотра, как правило, не в кинотеатрах, а именно на площадках культурных, да, либо же вообще в точках сбора людей, интересующихся, это всегда возможность приобрести для себя новые контакты, пообщаться и найти в том числе единомышленников. Собственно, для этого фестивали в том числе и ходят по стране.
Каждый из нас помогает тем, кто сейчас находится на фронте по мере своих возможностей – словом, делом, теплыми вещами или даже домашней едой. В эти выходные сыктывкарцы вышли на флешмоб в поддержку российской армии. На запасном стадионе Сыктывкара собралось более 100 человек. Студенты, преподаватели вузов и СУЗов и просто добровольцы, которые хотят помочь соотечественникам на фронте. Участники акции выстроились латинской буквой Z и подняли российский флаг. Я, как патриот своей страны, поддерживаю свою страну и стараюсь вот в таких акциях больше участвовать. Организаторы флешмоба сделали упор на молодежь. «Мы работаем с теми активистами, которые неравнодушны к родине», отмечает глава аппарата молодогвардейцев нашей республики. Сейчас, в это непростое время, мы в тылу должны поддержать наших ребят, отдающих жизнь за наше мирное небо. И вот плавно мы подошли к середине нашего выпуска. Продолжим сразу после короткого перерыва. Не переключайтесь. И снова мы в эфире. Всем привет, кто только подключился. Впереди 10 минут интересной, а главное полезной информации. Поехали! Память о своих корнях. Узнаем о жизни национально-культурной автономии белорусов. Тянем, потянем. Почему полезно делать растяжку? А мы продолжаем делиться с вами интересными и актуальными новостями. И вот очередной материал, который точно заслуживает вашего внимания. В современных условиях классный руководитель должен быть на шаг впереди тех, кого воспитывает. Ему необходимо быть интересной личностью, владеть знаниями и современными технологиями, защищать интересы своего класса, разрешать конфликтные ситуации, оказывать педагогическую поддержку. Именно эти темы стали ключевыми для обсуждения во время проведения образовательного конвента для классных руководителей школ Сыктывкара под названием «Понимание, содействие, содружество». Такое мероприятие – это событие для нашего города, образовательное событие, потому что здесь собрались люди, которые непосредственно работают с нашими детьми, с их родителями и между собой общаются ежедневно. И, конечно, мы заботимся о том, чтобы все наши специалисты владели специальными техниками общения, выстраивания положительных коммуникаций между учениками, между родителями, между собой. И в этот конвент мы вложили как раз отработку умений практических, выстраивать как раз положительную коммуникацию между всеми участниками образовательных отношений. Конечно, такие мероприятия очень полезны для учителей, для практиков, для классных руководителей. Ведь здесь нас познакомили с новыми формами работы, как с родителями, так и с учащимися. Эти формы работы обязательно мы будем использовать в своей практике. Вчера я побывала на интереснейших занятиях, особенно мне понравилось занятие «Меня никто не понимает». И у меня вчера было родительское собрание. Конечно, тема у меня уже была придумана и было проведено, задумано, но вот это собрание будет следующим, которое я проведу в своем классе. Ну и, конечно, с ребятами. Хочется проработать все советы, все интересные формы работы, которые были предложены. Национально-культурные автономии республики чтят и поддерживают свои традиции. Сегодня мы поговорим о белорусах. Большинство из них переехало в наш регион молодыми людьми. Здесь они обзавелись семьями, построили дома, начали свое дело. Коми стала для них родным домом. Но о своих корнях они не забывают. Чем же живет национально-культурная автономия белорусов сегодня, узнала моя коллега Евгения Кладкевич. К слову, и среди ее предков есть белорусы. Первая национально-культурная автономия в республике Коми появилась в 1997 году. И была она белорусской. До этого представители разных национальностей собирались разве что в небольшие землячества. 2 года спустя после создания белорусскую автономию с визитом посетил Александр Григорьевич Лукашенко, да не с пустыми руками, а с символическим подарком. Об этой истории и не только мы подробнее поговорим внутри Дома дружбы народов. Именно здесь в 2016 году белорусская автономия обрела свое постоянное место пребывания.
Первым председателем белорусской автономии стал Аркадий Степанович Крупенько. Тогда, в 90-е, вспоминает мужчина, в республике проживало по меньшей мере 30 тысяч белорусов. Многие, как и сам Аркадий Степанович, попали сюда по распределению после окончания вуза. Со временем связь белорусов с Коми землей становилась все крепче. Они обзаводились семьями, друзьями, обустраивали свои дома. В 96-м это указ был правительства о создании национальных автономий. И мы решили первыми в республике создать национально-культурную автономию. Потребность была в чем? Чтобы собраться, пообщаться, поговорить, понимаете, между собой. Вот. Узнать даже о делах Белоруссии через людей, которые ездили туда и с получением всякой литературы оттуда. Поэтому потребность очень большая, и она и сейчас потребность есть. В 99-м поддержать диаспору приезжал лично батька, президент Беларуси Александр Лукашенко, прихватив с собой очень щедрый по тем временам подарок – цветной телевизор белорусского производства. Долгие годы с его помощью члены автономии узнавали новости о земле, где когда-то родились. Сегодня сохранять и популяризировать белорусскую культуру в Коми удается с помощью интернета, книг, национальных костюмов, традиционных песен, а еще поездок за границу. Недавно в составе российской делегации Белоруссию посетил и наш коллега, ведущий Артемий Барсуков. В автономии он уже много лет. Белорусские корни у молодого человека от дедушки. Это была творческая стажировка белорусов зарубежья. Проходила она в городе Минск, в Республиканском центре национальных культур. Эта инициатива центра уже на протяжении нескольких лет проходит. Белорусы зарубежья приезжают и буквально на 5 дней они проходят творческую стажировку. Это что? Это экскурсии, это мастер-классы вокальные, хореографические, это знакомство с аутентичной культурой, традиционной культурой Республики Беларусь. Самое яркое впечатление от посещения Всехсвятской церкви. Там со времен Великой Отечественной войны хранится прах 3 неизвестных солдат. Поездка по белорусской земле не обошлась и без знакомства с национальной кухней. Обратно в Коми Артемий вернулся не с пустыми руками. В подарок родной автономии он привез несколько книг и, что самое важное, ноты для местного национального хора «Купаленко». Творческий коллектив по праву считается одним из главных носителей белорусской культуры в регионе. Хор исполняет песни на русском, коми и белорусском языках. Надежда Лосева, одна из главных его солисток, переехала в республику в 60-х. Женщина настолько полюбила наш край, что решила самостоятельно выучить коми-язык. Я все время с детства пела везде, в хорах участвовала. Ну вот пришла в 97 году, ну тогда еще только набирали, а вот 98 года у нас уже хор был, и мы пели, и везде ездили. И вот будет на будущий год у нас 25 лет нашему хору. Мы ездили 3 раза в Беларусь, в Москву на фестиваль ездили. Конечно же, нам очень хочется омолодить нашу автономию. И вот первые наши такие попытки, то, что мы вот Артемия с Полиной отправили на стажировку в Минск, и надеемся, что они приехали полные новыми идеями. Вот. И если у нас все сложится, то мы хотим создать воскресную школу при автономии. Вот. Опыт таких школ уже имеется у других диаспор. Вот. И мы в Беларуси типа семейного клуба хотим сделать такую вот этношколу. В этом году Белорусская национально-культурная автономия отмечает 25 лет. В следующем году красивая дата и у хора «Купаленко». И каждый житель Коми, вне зависимости от национальности и вероисповедания, сможет прийти на большой концерт и познакомиться ближе с культурой братского народа. Многие из нас любят, проснувшись с утра, сладко потянуться или вот еще засидевшись в кресле за компьютером, встать и растянуть затекшие мышцы. Что уж говорить о спортсменах, которые до и после тренировки обязательно растягиваются. Чем же полезна растяжка? Артемий Барсуков пообщался на эту тему со специалистом. Кристина, привет. Расскажи, пожалуйста, зачем нам растяжка? Здравствуй, Артемий. Я считаю, что растяжка нужна и важна абсолютно каждому человеку, потому что она помогает в первую очередь привести наши мышцы в тонус, убрать зажимы,
убрать блоки, которые возникают при неправильной ходьбе, при сидячем образе жизни, тогда, когда человек нерегулярно выполняет физические нагрузки. Да, вот, она нужна и важна абсолютно каждому, как и маленьким деткам, так и взрослым. То есть она снимает напряжение, которое накапливается у человека, да, в мышцах? Да, безусловно, за целый день. Хотя бы 2-3 раза в неделю, если каждый человек будет заниматься растяжкой, хотя бы 30 минут, да, то эти тренировки существенно облегчат жизнь, и человек будет чувствовать себя в тонусе. Кто занимается у тебя, есть ли случаи, что вот взрослые люди, прям очень взрослые, пришли, например, никогда не растягивались и вот решили, что им это нужно? Те люди, которые ко мне приходят, они абсолютно разные. У меня есть девочки, да, которым 17-18 лет. Также есть женщины, которым за 40. Вот. И те люди, которые ко мне приходят, они максимально комфортно себя чувствуют. Неважно, ты большой, маленький, высокий, низкий, взрослый, совсем ребенок. Как бы девочки приходят только за одной целью, да, быть здоровой, стать женственной, полюбить свое тело, держать тело в тонусе, и поэтому абсолютно все себя чувствуют комфортно, и, естественно, именно по этому поводу у меня разный контингент людей. Кристина, спасибо большое. Я попрошу тебя показать несколько упражнений, которые вот, лично я могу делать и дома. Ну что, начнем мы с тобой с элементарного дыхания. Вообще, в принципе, 80% успеха в растяжке зависит от правильного дыхания. Если мы с тобой правильно дышим, да, и выполняем движения на выдохе, соответственно, наши мышцы могут расслабиться, и, соответственно, они могут растянуться. Вдох, вытягиваем себя, и выдох ртом. Молодец, сделаем вдох. Сейчас я выдох сделаю сначала. Ну, как ты себя чувствуешь? Больно. Больно? Ага. Зато будет потом очень круто. Не ноем. 2, 3. Я даже немножечко вспотел. У меня проснулись те мышцы, которых во мне не было. Но чувствую, есть пока что больно, но легкость какая-то приближается. Надеюсь, очень надеюсь, что мне это поможет. И спасибо большое Кристине за этот безумно гибкий урок. И тебе спасибо. В минувшие выходные на базе региональной спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 отгремели межрегиональные соревнования по боксу памяти Николая Сухих. В соревнованиях участвовали около 80 спортсменов из Республики Коми, Кировской и Архангельской областей. Как боксеры показали себя на ринге, узнала Мария Дымова. Соревнования по боксу памяти Николая Сухих проводят уже в 12-й раз. Традиционно в них участвуют юноши и юниоры. За это время турнир вырос с местного до межрегионального уровня. Николай Сухих – легенда в мире республиканского бокса. Он своими силами развивал этот вид спорта, чтобы спустя десятки лет ребята могли показывать высокие результаты. Школа бокса в Республике Коми на очень высоком уровне находится, и ребята с удовольствием занимаются. У нас, наверное, северный характер способствует, потому что боксеры должны быть с характером, волевые, упорные, которые умеют побеждать трудности.
Специальным гостем финальных боев стал наш земляк, призер Олимпийских игр Владимир Никитин. В августе этого года он завершил спортивную карьеру и теперь планирует развиваться в тренерском направлении. Будем в дальнейшем развивать бокс в Республике Коми. Приехал посмотреть ребят, какие у нас есть молодое поколение, чтобы в дальнейшем, как говорится, посмотреть материал, с которым можно работать. Во время турнира у юных спортсменов есть возможность показать себя и попасть в сборную республики, а потом и России. Кроме этого, юниоры, это боксеры от 17 до 18 лет, на соревнованиях могли получить звание кандидата в мастера спорта. С каждым годом количество участников только растет. На этом турнире наш регион представляли спортсмены из Сыктывкара, Усинска, Сыктывдинского, Ударского и Карткиросского районов. Жамшитбек Ширматов уже 6 лет занимается боксом в Эжвинской спортивной школе. На соревнованиях памяти Николая Сухих он взял приз «Лучший боксер турнира». Бой нормально провел. Я специально хотел, чтобы соперник до 3-го раунда поработал со мной. Получилось, что тренер сказал, что и сделал, слушал его. И все. Идем дальше, побеждаем, тренируемся. На этом не все еще. Бокс не только помогает поддерживать себя в хорошей физической форме. Он дает чувство уверенности в своих силах, развивает интеллект, помогает отточить многие важные для жизни навыки. Безусловно, Николай Сухих мог бы гордиться каждым из тех, кто вышел в эти дни на ринг, чтобы отстоять честь республики. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Уже завтра смотрите новый выпуск «Студии 11». До встречи в эфире, друзья. Пока-пока.